Ильяс Цалоев длительное время проживал в Тюмени вместе с семьей, переехал в Сунжу здесь и встал на воинский учет. Как только молодому человеку пришла повестка, он явился в военный комиссариат пройти медкомиссию и пополнить ряды вооруженных сил страны. Проверить все четко. Военник, по сути. Обязанности танковый нормально ходит, супяточки. Сотрудники военной врачебной комиссии долго молодых людей у себя не задерживают. Задают несколько вопросов, проверяют, есть ли жалобы на здоровье, и если серьезных отклонений, которые могли бы повлиять на качество несения службы, нет, то ставят отметку «годен». Как рассказала офтальмолог Мадина Чахкиева, часто из-за близорукости приходится отправлять ребят на дообследование, из-за чего они не могут идти служить. Как правило, каждый 6-й призывник бывает негоден именно по зрению, потому что много призывников с близорукостью высокой степени это более 6 диоптрий. При наличии высокой степени близорукости призывники считаются негодными, то есть категория годности В. Единственное, в случае, если призывник делает лазерную коррекцию зрения, то в течение полугода он считается временно негодным, так как после операции нельзя подвергаться каким-то тяжелым воздействиям, травмам. С началом осенней призывной кампании все мужчины от 18 до 27 лет, которые еще не получали повестки, были оповещены сотрудниками Сунжинского военного комиссариата. Также были отправлены повестки по многим учебным заведениям, организациям и предприятиям, где официально трудоустроены люди призывного возраста. Служить наши мужчины будут в разных точках нашего государства. Это от Нальчика до Североморска. Буду служить в войсках Нацгвардии, в сухопутных войсках, в космических войсках и в военно-морском флоте. Мы должны понимать, что мы являемся субъектом Российской Федерации. Веймех Давы. Все это касается его. У нас нет права подвести его. Здесь рассказали, часто возникает необходимость проводить разъяснительную работу с родителями призывников. Они обеспокоены слухами, что призванных на срочную службу молодых людей будут отправлять в зону проведения СВО. Главой государства сказано, что ребята, которые будут проходить срочную службу, в зону СВО отправляться не будут. Но есть вероятность, что их поставят вдоль границы Российской Федерации. Такое возможно. В 2023 году, согласно указу президента России Владимира Путина, осенний призыв пройдет с 1 октября по 31 декабря. В рамках кампании число призванных на срочную военную службу составило 130 тысяч человек. Независимо от того, в каких войсках они будут проходить службу, уже через 3 месяца у них появится возможность заключить контракт с Министерством обороны страны. Адам Мережков, Асхаб Белакиев, Новости 24.